Вот, собираемся. Доброе утро. Погода сегодня классная. Вот сейчас только вышло солнышко. Время уже, конечно, второй час. Сейчас вот выдвигаемся. До Ижевска 200 километров. Погода просто после 2 дней, облачных дней, увидеть солнце просто счастье. Вот какой подъемчик сразу. Мы, кстати, прямо на границе с Башкирией сейчас где-то. Вот там вот, в той стороне, километра 2-3. И Башкирия. Но мы туда не заедем, даже не коснемся. Теперь мы удаляться будем. Ижевск 192, до Чайковского 105. Чайковский прямо на берегу, получается, на берегу Камы. Каму мы увидим один раз и больше не увидим. В следующий раз мы только уже к Волге выйдем. Ух, какой асфальт пошел новенький здесь. Тягуны длинные, вообще по кайфу. Где-то Настя там поднимается. Погода такая, на солнце вроде тепло, но в тени холодно уже. Чисто осенняя. Вот Чайковский район. Начинается, это заключительный район в Пермском крае на нашем пути. Дальше уже Удмуртия. Ух, ночка сегодня морозная будет, ох, чувствую. Сейчас вообще холодно в низине уже. Сегодня мы вообще ничего не ели, Настя сейчас отстала. Я тоже ничего не ел. Целый день 80 километров проехали. Ну все, нашли мы место уже. Проехали 80 километров сегодня всего. Вообще ничего не ели. Сейчас надо костер разжигать. И отдыхать, спать. Завтра пораньше проснуться. 120 километров до Ижевска. И двигать. Ну все. Доброе солнечное утро. Встали. Сегодня время уже 10, уже 11 доходит. Ну, сегодня пораньше отправляемся. С утра не разбудить. Отправляемся 120 до Ижевска. Ого! Здесь в этом районе 25 марта 61 приземлился 5-й корабль «Спутник Восток». Беспилотные модификации. А мы едва не проехали. Особенности полета с животными на землю. Не, это вряд ли белка-стрелка. Вон, видишь, мухи летают на аппарате. Мух сколько? С мухами, наверное, отправили. Тут вряд ли... Здесь было бы написано, если белка и стрелка была бы. Почему? Нет. Да, И... да вон мухи же. И это, манекен с космонавтом катапультировали.
вот и Чайковский. Граница Пермского края и Удмуртии. Вот он, Чайковский-то. Вот мы к Каме уже подъезжаем, подъехали. Вон тут утиль, на утиль суда стоят. Ох, замечательный обед. Пообедали, вон сидим, наслаждаемся. Набережная, прям запах этот речной, как на Волге. Ох, тут продувает так нормально. На шкурку я одел. Все, а солнце-то уже осеннее. Прям вот чувствуется осень, уже не лето, что вот осень. Прям свет осенний такой падает. Здорово. Обожаю. Вон шлюзы. Смотри, уровень какой, да? Водохранилище. И самой Камы сколько метров. Потом вот это все наполняется. Наверное, классно смотреть, когда это наполняется. Обалдеть. А? Боткинская ГЭС. Ну вот, привет, Удмуртия.
Дурная трасса. Быстрее бы с нее съехать. На Ижевск поедем не по главным трассам, свернем. Неохота по нагруженной дороге ехать. Привыкли к тишине. Вон река Сива. Ну вот, я сейчас поехал по другой дороге, поехали. И немножко я жалею, что поехал по ней, потому что она убитая вообще. Скорость низкая, быстро не поездишь. А время уже 4:20. То есть у нас 3 часа до темна, практически 3,5. А въехать еще 70 километров до Ижевска. Не знаю. Сейчас на Ольховку едем. Не на Перевозное, а на Ольховку. Тут рядом поворот был, сейчас на Перевозное. На Ольховку, а дальше посмотрим. Кукурузки здесь набрали. Полей тут много. Не спелая, правда, еще, но ничего. Это лучше, чем та, которую я в Китае ел, когда только заехал. Та вообще уже спелая до того, что дубовая была. Зубы сломаешь. Ну, сейчас асфальт начался. Это трасса Сарапул-Воткинск. Такая вот. Сейчас поедем по ней чуть-чуть. Вот сейчас мы спустимся к Каме. Здесь она делает петлю такую большую. Сейчас мы с ней снова встретимся. Думаем искупаться, если место найдем хорошее. Искупаться надо. Я в Каме никогда не купался. Когда еще будет такая возможность? Сели пирожков поесть. Устали, капец. Сегодня проехали еще 80 километров только. А еще сколько нам? Километров 50 точно до Ижевска. Вообще уже сил нет. Да, малыш? Ну вот, нам направо. Ну, до Сарапула всего 30. Уже куртку надо одевать, холодно. Против ветра ехать, но нам попутный. Тяжела дорога, Настя, сейчас дается. Честно говоря, у меня самого такая усталость за последние дни накопилась. У Насти тем более у нее, говорит, колено болит. Приходится на всех перекрестках ждать ее, а то опять не туда уедет куда-нибудь. Да, наверное, лучше бы все-таки ехать через Воткинск, потому что по этой Сарапулской трассе она убита. В километрах ничего не выигрываешь. Она плохая, и трафик здесь тоже есть. Наверное, конечно, поменьше, чем по Воткинской, но все же там асфальт получше может. Да, Насте тяжеловато. Да что там, Настя, вообще тяжело. Тяжелое это ремесло, вело, путешественническое. Тяжело не только, не то чтобы девушкам, это вообще человеку это сложно. Я-то ладно, матерый волк. Мне уже ничем не удивишь меня. Ничего, еще чуть-чуть, еще
20 километров. Меньше даже до Ижевска. Вон с горочки там катится. Темнеет. Насте фонарь мы пока так и не приобрели. Сейчас в Ижевске надо будет этим заняться. Много ей надо, и педали будет приобрести. Вот мы и в Ижевске. Указателя что-то мы вообще не видели. Такой прекрасный город должен быть, а без указателя. Сейчас чуть-чуть осталось еще. Наська, терпи, Наська! Устала, говорит. Ничего, Наська. Трудности это огранка алмазов. Фу-фу-фу. Заключительные подъемчики. Настя уже там чуть ли на грани истерики была. Сейчас успокоилась. Но это она мне сказала. Да нет, шучу, нормально там все. Тяжело, тяжело. Кстати, чуть-чуть на Чебоксары похож. Как будто проспект Ленина вот это. Удмуртская. Тоже подъемчик такой. Вот здесь для автобусов есть отдельная полоса. Бля. Снимать потом будем при свете дня. Все равно погуляем еще по Ижевску. Сейчас толком-то ничего и не видно. Ну вот, мы уже свернули на нужный адрес. «123 километра, Настя, проехали. 3 километра до твоего рекорда не хватило. Ну 4, ну считай 124 там. А? Так. Вот нужный подъезд. Что, Наська, довольна? Хороший сегодня день, продуктивный был, мне понравился вообще. Ну вот, все, мы уже дома. У Жени. Привет. Зашли, все грязные. Чумазые и немытые сейчас будут через полчаса чистенькие, довольные и счастливые. Все, сейчас отдыхаем, в общем. Денег внутрь занесли. Вот наша комната здесь. Определили нас в детскую. Да. Так что можно вот позаниматься. Ага. Стену выломать, да? Вместе со стенкой. Ой. Да. Вот Тимур там мелкий. Да. Сколько уже лет тебе, Тимур? 6. 6? В школу уже ходишь, знать? Да. Первый класс. Да. Пошел уже, я фотки же видел. Да. Гал. Он будет делать. Ну Сальто? покажи, да. Да. Что показать? Сальто мортале. Я так не могу. Ладно, все. Залез как-то хорошо, то забыл, что ли, будет жить, да? Все, сейчас закинули на стирку. Ну, потом закроем. Давай я пойду встречу. Давай. Людей-то.
Людей-то надо встретить. Ты что, Настя, арбуз там положила? Ну какие там люди. Кто там? Кто там идет? Привет, Ань. Можно обнять? Да? Так здорово. Привет. А можно нас тоже обнять? Здорово. Ребята, эти нас преследуют. Привет, привет. Да. Здорово. Здорово. Как оно? Мы думали, вы уже в Москве где-нибудь. Да, мы вообще отдыхали. Ждали вас там в кустах. Они сказали, ручка у вас. Мы ради Они ручки. за ней. Они ради Да, ты ручки. не подумай, И что флешка там еще. что-то. Мы ради ручки то приехали. Да, на флешку самом выбросили. деле. Кстати, примета Там работает, да, что если что-то оставишь, то вернешься. Или догонишь. Все, пойдемте. Вы успели поесть, прикусить это? Да, Нет. я успел. Я их не накормила, я вообще такая... А чё так долго А ехали? нет, поэтому... Мы в Перми день отдыхали. Если Там есть, день там отдыхали. Где там? Ну, между Перми Мы приехали, и Чайковским там. Вот, все, Вот, Пол- 10 минут вместе назад. приехали. Мы рюкзаки То есть мы не раздевались. Я вот член Я только в снял и контакт бросил такой. в подъезде. Вонючие приехали. Да. Это чистые уже. Давай, помогу тебе. Я не знаю. Настя, Так, японская самурайка хорошо, сегодня. тогда Гейша. Настя. Ну, так что это. Сходу Тоже, скрыл. кстати, можете жару. приехать завтра на центральную площадь где-то к 12. И можно сделать общий сюжет на ТВ и вас, как Да. Вы велопутешественника. не уедете в 12? Не знаю. Мы Будем планы были, мы хотели завтра в набережные Челны уже приехать. О. Хотели завтра уже поехать, да? Ну, там с распиской что-то непонятно. Что там. Ну, да, там 200, там где-то 210. У меня с набережных Челнах тоже со впиской вообще. Я проехал его. Там искал, короче, и никак не На нашел. него что-то порядка 200, нет, По-моему, по-моему? 205, но не 50. Потом через Татарстан весь, да, короче. В Челнах тебя ждут. Кто? Мне кто-то писал. Да уже поздно, я уже там был 2 года назад и все. Проезжал и Кто не все. успел туда попасть. Да, в набережных Челнах. Вот вы же потом в Челны приедете? Не, потом на Йошкар-Олу. Кто-то мне написал. А, Да, там- Мальчик, он из Ижевска А сам? скажите, а музей Калашникова со скольки работает? А, с 11. С 11 завтра. Можете Так что, покататься подожди, по в городу, до 11 Калашникова дождаться и в 12 на туда. Там рядышком. Сейчас еще их говорим. А завтра вечером ко мне собирайтесь будете. Ну, Я дочь посмотрим. вас ждет. Посмотрим. Спасибо. Посмотрим, Она как там там. вам сообщение оставила. Не. А, ты отправляла кота? А, я еще не слушал, да что там это. Чебоксар, кстати, писал вам куда-нибудь еще? Нет? Потом тогда еще найдем. Я просто позже сделал тогда. Там в Фейсбуке написали, но пока. Закрытые города были, и Воткинский, и Ижевск, все. А, именно потому что закрыт был, Конечно, да? закрытые города, естественно. Поэтому не стали его как бы делать. именно. Естественно, Ага, не всё. афишировать, а нужно было где-то говорить, что в этих же краях, поэтому и сделали А, это Чайковский. Всё. Да, поэтому можете поехать на следующее лето, поговорить по-удмуртски, Зечбур. отдохнуть. Здравствуйте, по Джечбур. удмуртски. Дже. У нас Джечбур. у нас таких букв нет. Ой, у в чувашском еще хуже там вообще. О, Это Я первое уже 2 слово года на пытаюсь удмуртском познать языке. этот язык. И... Ну ничего, Ну, нормально. Женя подарила. Так, все, подожди, тебе тоже надо. Чтобы мы Мне? тоже было. Прям сейчас на Кали ходи так все время. Да. Сейчас давайте сделаем тоже селфочку с Яратону Удмуртскую. Яратоно, удмуртскую. Это любимый удмуртский Чё, язык все встанем? переводится. Всё, Да, подожди, сейчас мы сделаем это. А, мы знаете, а что можете сделаем? в нашу группу вступить и выложить эти фотки на стену? Конечно, конечно. Прям на стену. А у вас Конечно. любой человек может какой-то? Конечно. Фига. У нас Ну, так стену, ну, то есть народ Бывает, выкладывает. там реклама какая-то. Так, давайте мы сделаем сначала видос. Будем давайте туда возьмем, там посветлее, здесь темно. Да, и сейчас пойдем. Вот.
Это немцы, энцы, Купунгансаны. Это все финно-угорские народы, которые есть, они здесь. Да. Да. Это финны, квены, ингерманландцы. Вот, поэтому, если хочешь. Вот, кстати, беслемяне, которые говорят, что они родственники чувашей. Костюмы даже говорят, похожи. Да. Точно. Мордва. Мордва, Мокши, Ерзи, да. Ну, похожи они, да. Они такие уже русые, голубоглазые все. Это венгры. Марийцы. Карелы, вепсы. Да. Унцы, сету. Ну вот тоже сету, там, если что, есть Обиница, такая деревня. Офигенная просто, они тоже будут. Они в Перми очень любят таких. Никита? Репорез? Никита Никита Репорез. Писятник? А, это праздники, да. Ханты-Манси. Да, Ханты-Манси. Ну, кстати, языки похожи Ханты-Манси и венгерский. У них И чужие. одни корни получаются. Если у нас... И костюмы у них Да. прикольные. Да. Самые. Самый прикольный, самый раскрученный, распиаренный финно-угорский народ, который сам себя, да, Ну они молодцы. воссоздал, да. Они нам всем и помогают, финны, да? Как раз всем финно-угорским. Ну так, стараются. Да, и финны, и эстонцы помогают. Как сами или Сами. Сейчас Нет, 5 минут. сами. Это легендарный. Я думал, у него желтый. А мой там где-то огонь стоит. Уже украли, что ли? Нет уже? Да. А, у тебя контактные педали и у тебя обувь специальная, да? Угу. Настю тоже надо пересадить на контакт уже. Ну, хотя бы педальки нормальные. Ну, Это у меня так все время нога скользит, с них падает. Ну, свои педальки. Посмотришь, какие у меня педальки. У меня широкие такие, хорошие. а ты на чем будешь без педалей всем ездить? Вот, куплю себе. Это вот ты вот на этих У меня будет повод себе новые педальки приобрести. Чего? Нет, у меня хорошие. Мне нравятся. Они широкие, мне нравятся широкие педальки. Виталя, давайте увидимся. Надеюсь, я не мы знаю. еще увидимся. Привет. Что, да, у Настя. Вани есть. Ладно. Давай. Приятно было с вами. Давай. Прощаемся на... Да. Я не знаю, может быть завтра еще. Если в Чебоксарах, короче, нужна ребятам вписка в Чебоксарах и вообще по дальнему исследованию, ребят, кто следит, приглашайте их в гости тоже, как и меня. Вот. Но в Чебоксарах особенно. Меня в Чебоксарах, к сожалению, не будет, они бы быстрее приедут, поэтому, ребят, встретите, пожалуйста. Покажите. Бежали мы, да. Всем привет. У Ани, Виталия, да. Да, это мое, это мое. В общем, жилетки рабочие. А одно очки полезное. это твои ведь, да? Они улетят иначе. Все. А то удмурты Я вот там шлем лежит встречают. в подъезде с очками. Да нормально все. Запятак. Да ладно. Ты вот здесь за закрытой железной дверью не захотела ставить. Ну ладно. А он зашел в лифт. Причем шлеме под такой, камерой. да. А я в шлеме, в жилетке, там люди стоят, я такой захожу, блин, я забыл снять, бросаю вот так. Выходи там, тащи. Ладно, ребята, до завтра. Ладно, давайте, Я давайте, вам ребят. буду. Как там до свидания по... Джейшлуэ. Джейшлуэ. Тау. Давай. Давайте, ребята, пока. Уже родные такие, да? Как там ты говорил, 2 раза за кочевье уже как бы, да. Ну, Германа пока не побили еще рекорд. 3-й раз, если увидимся, побили. Ладно, мы приедем к вам в этом. Я открою так. 21. Завтра, если... Ну, давайте, в Чебоксарах вас встретим. Все, счастливенько. Давай. Пока, Колян. Да. Все, молодцы, давайте. Немножечко. Да. Ребята уже как родные нам. У меня аж ком в горле теперь. Прям грустно расставаться с ребятами. Все, нам теперь отдыхать тоже.